Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем мероприятие нашего хакатона молодых педагогов «Учитель будущего формируется» сегодня. И, пожалуйста, обозначьте в чате, хорошо ли видно, хорошо ли слышно, готовы ли вы к работе. Так, Виктор Иванович готов с нами работать. 15 человек у нас уже на сегодняшний момент с нами присутствует. Добрый день, Вера Валерьевна. Итак, коллеги, сегодня мы поговорим о том, как мы можем использовать различные цифровые инструменты для реализации технологий развития критического мышления. Ну, наверное, полноценный воркшоп у нас не получится, больше, наверное, будет что-то типа мастер-класса, но, тем не менее, посмотрим, если время у нас останется, то с какими-то инструментами, возможно, мы и сможем с вами поработать. Вначале мы разберемся, что такое технология развития критического мышления, как она технологически разворачивается, а затем поговорим о конкретных приемах этой технологии и о тех цифровых инструментах, которые нам помогут эти приемы технологии развития критического мышления реализовать. Вчера мы с вами на воркшопе говорили о формирующем оценивании. Так вот, как раз технология развития критического мышления, она в полной мере позволяет выстроить вот весь процесс формирующего оценивания от и до через все фазы данной технологии. Уважаемые коллеги, кто-нибудь из вас знаком с этой технологией? В чате, пожалуйста, обозначьте. Если знакомый плюсик, если не знакомый минус. Знакомы ли вы с технологией развития критического мышления? Так, минус вижу. 18 участников у нас на данный момент, пока только один человек с нами активно работает. Так, хорошо, появляются знаки. Кто-то знаком, кто-то пока еще не знаком. Так, пока у нас 50 на 50. Сколько плюсов, столько и минусов. Так, минусов больше становится, и плюсов становится больше. Хорошо. То есть получается приблизительно да. Ну, будем надеяться, что кто-то с этой технологией знаком, тогда он свои знания еще раз укрепит, проверит и узнает о тех цифровых инструментах, которые можно использовать для ее реализации. Кто еще с технологией не знаком, тот с ней познакомится. Итак, что же мы с вами понимаем под критическим мышлением? Нужно помнить о том, что критическое мышление – это не негативность суждения, это не критика, а это разумное рассмотрение разнообразия различных подходов для того, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Когда мы с вами ориентируемся на критическое мышление, то мы предполагаем, что ничего на веру сразу не принимаем, поскольку каждый, невзирая на авторитет, может вырабатывать свое собственное мнение в контексте учебной проблемы. То есть критическое мышление подразумевает под собой способность ставить новые вопросы, вырабатывать различные аргументы, принимать независимые продуманные решения. Тем самым критическое мышление способствует взаимоуважению партнеров, облегчает понимание и продуктивное взаимодействие между людьми, понимание различных взглядов на мир. Мы с вами знаем, да, что кроме нашей собственной точки зрения есть множество других точек зрения. Как раз умение встать на точку зрения другого человека, оно и является результатом применения критического мышления. И критическое мышление в конечном итоге позволяет нам использовать свои знания для того, чтобы наполнять смыслом ситуации с высоким уровнем неопределенности. Иногда ставят знак равенства между критическим мышлением и творческим мышлением. Действительно, бывает сложно провести четкую границу между критическим и творческим мышлением, но здесь нужно помнить о том, что критическое мышление чаще всего становится такой отправной точкой для развития творческого мышления. Эти два вида мышления, они развиваются в синтезе и друг друга взаимообуславливают. Сегодня мы говорим о технологии развития критического мышления в контексте проекта обучения чтению и письму для развития критического мышления. Этот проект был задуман и реализован еще в 1996 году. Под эгидой Института «Открытое общество» был реализован и включал в себя в конце 20 века 48 стран-участников программы. На сегодняшний день, конечно, количество этих стран намного увеличилось, а в России этот проект реализуется с 1997 года. И уже несколько сотен учителей и вузовских преподавателей в своей деятельности используют основы и приемы этой технологии.
Один из авторов-разработчиков, Дайана Халперн, выделила те качества, которые необходимы для критического мыслителя. Вот посмотрите на этот список качеств и попробуйте себя продиагностировать, имеются ли у вас эти качества, можете ли вы себя назвать человеком с развитым критическим мышлением. Во-первых, конечно, это готовность к планированию. Для нас с вами в жизни очень важно упорядочить наши мысли и решить, какой последовательности их нужно будет излагать. Важное качество – гибкость. Именно это качество позволяет нам подождать с вынесением какого-то итогового суждения, пока мы не будем обладать самой разной информацией. То есть если человек еще не готов воспринимать идеи других, он сам никогда не сможет стать генератором идей и мыслей. Еще одно важное качество критического мыслителя – это настойчивость. Именно вырабатывая настойчивость в напряжении ума, мы обязательно будем добиваться гораздо лучших результатов обучения. Критический мыслитель готов исправлять свои ошибки. Он не оправдывает свои неправильные решения, делает правильные выводы. Ошибка используется для продолжения обучения. Еще одно важное качество – это осознание. То есть мы наблюдаем за собой в процессе мыслительной деятельности, можем отслеживать ход рассуждений, и это позволяет нам мыслить критически. И, как мы уже говорили, поиск компромиссных решений. Важно, чтобы те решения, которые мы принимаем, могли быть восприняты другими людьми, иначе, если этого не произойдет, то эти решения останутся на уровне высказывания. Итак, в чем заключается суть технологии развития критического мышления? Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс. А что значит интерактивное включение? Коллеги, как вы понимаете вообще процесс интерактивного обучения, интерактивного включения? Что такое интерактивность в данном смысле, когда мы говорим о образовательном процессе? Интерактивность в обучении. Что предполагает? В чате можете обозначить. Что значит интерактивность в обучении? В каком случае мы говорим о том, что обучение является интерактивным? Или те технологии, те приемы, которые мы применяем, являются интерактивными? Какое ключевое слово связано с интерактивностью? Пожалуйста, в чате напишите. Интерактивность. Интерактивное обучение. С чем связано? Да? Какое ключевое слово здесь должно обязательно присутствовать? В каком случае мы говорим о том, что те технологии, те методические приемы, которые мы используем, являются интерактивными? Коллеги, пожалуйста, в чате обозначьте свои мысли. Так, 18 участников. Кто-нибудь нам хотя бы что-нибудь напишет. Хотя бы свое какое-то предположение выскажите. Вы же пользуетесь этим термином? Наверняка в своей образовательной практике. Так, хорошо, появилось у нас в форме диалога, ролевые игры. Угу, хорошо. Так, Светлана Ларионова. Спасибо вам большое. Вот оно, ключевое слово. Это взаимодействие. Да? То есть интерактивные технологии, вот ролевые игры, о которых Вера Валерьевна нам говорит, творческие задания, возможно, могут быть интерактивными, могут быть и нет. Проблемная ситуация, да, она может быть интерактивной в том случае, когда мы с вами выстраиваем взаимодействие. Причем это взаимодействие должно быть не только взаимодействие учитель-ученик, да, но и взаимодействие между обучающимися. И вот именно эта технология позволяет нам развивать посредством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс их критическое мышление. Технологической основой технологии развития критического мышления через чтение и письмо выступает базовая модель, которая включает в себя 3 стадии. Стадия вызова, стадия реализации или осмысления и стадия рефлексии или размышления. И именно эта модель позволяет помочь ребятам самим определять цели обучения, самим осуществлять активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. А на методическом уровне, да, то есть на уровне педагога, эта технология представляет собой систему приемов и стратегии учебной работы по различным видам учебной деятельности. При этом нам совершенно не важно, какое конкретное предметное содержание мы с вами будем использовать. То есть эта технология
может быть применима к любой предметной области. И вот эта базовая модель, которую сейчас мы с вами рассмотрим, она задает не только определенную логику построения урока, но и последовательность и способы сочетания конкретных методических приемов, о которых дальше мы с вами будем говорить. Итак, вот следующий слайд, самый важный, который нам раскрывает сущность технологии развития критического мышления. 3 фазы технологии. Фаза вызова, фаза реализации и фаза рефлексии. И на каждой фазе обозначены ее основные функции. Итак, фаза вызова. Основная функция ее мотивационная, то есть на этой фазе мы побуждаем ребят к работе с новой информацией и пробуждаем интерес к теме, ну, в данном случае урока. А вторая функция информационная, то есть мы вызываем те знания, которые уже имеются по этой теме. И фаза коммуникационная, очень важная, это организация обмена мнениями. То есть вот 3 основные функции фазы вызова. Фаза реализации смысла. 2 основные функции. Функция информационная, но здесь уже не вызов знаний, которые имеются по теме, а здесь уже смысл ее в другом, заключается именно в получении новой информации по теме. И очень важная функция систематизационная. То есть мы полученную информацию классифицируем по определенным категориям. И 3 фаза, фаза рефлексии. Здесь мы видим самый большой набор функций. Функция коммуникационная, обязательно мы организуем обмен мнениями. Информационная функция заключается в том, что ребята приобретают знания, да, то есть та информация присваивается ребенком и становится знанием. Мотивационная функция предполагает побуждение к расширению информационного поля, да, то есть мы побуждаем ребят к тому, чтобы находить какую-то дополнительную информацию по изученной теме. И функция оценочная предполагает соотнесение новой информации с той информацией, которая уже у нас имеется, да, и выработкой собственной позиции и оценки процесса. На каждой из этих фаз в технологии предлагаются различные приемы и стратегии. И сейчас более подробно о каждой из этих фаз мы с вами поговорим и конкретные приемы и стратегии рассмотрим. Итак, фаза вызова. На фазе вызова мы должны дать возможность ребятам самим поставить цели обучения, которые будут создавать необходимый внутренний мотив в процессе учения. И только после этого мы можем выбирать эффективные методы для достижения этих целей. И вот здесь 2 вопроса, да, для себя нужно будет задать. Что мы усваиваем лучше всего? Ну, обычно это информация по той теме, о которой мы что-то уже знаем. Да? И когда нам проще принять решение, сделать это легче тогда, когда мы то, что мы делаем, если оно согласуется с нашим имеющимся уже опытом, пусть это и опосредованно происходит. И вот если представить ребятам возможность проанализировать то, что они уже знают об изучаемой теме, то это будет создавать дополнительный стимул для формулировки собственных целей, мотивов. И вот именно эта задача, она решается на стадии вызова. Итак, на стадии вызова или на фазе вызова, в чем заключается сущность деятельности педагога и сущность деятельности учащихся? Информация, которая получена на этой первой стадии, выслушивается, записывается, обсуждается, и работа может проводиться индивидуально, либо в парах, либо в группах. В чем заключается наша с вами задача педагога? Мы должны вызвать уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу, активизировать ребят и создать мотивацию для дальнейшей работы. Ребята на этой фазе вспоминают, что им известно по изучаемому вопросу, а если ничего не известно, то делают предположения, систематизируют информацию до ее изучения, задают вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. И вот здесь представлены те приемы, которые мы можем использовать на данной фазе. Это составление списка известной информации, это рассказ, это может быть предположение, сделанное по ключевым словам, это может быть графическая систематизация материалов в виде кластеров, в виде таблиц, это может быть прием верное и неверное утверждение, перепутанные логические цепочки и так далее. Далее конкретно о приемах мы с вами еще поговорим. Фаза осмысления содержания или фаза реализации замысла. Это та стадия урока, да, которую мы можем назвать смысловой стадией. То есть на большинстве занятий, где новый материал изучается, именно эта фаза занимает наибольшее время.
И чаще всего знакомство с новой информацией происходит в процессе ее изложения преподавателем. Да? Реже это происходит в процессе чтения или просмотра материалов на видео или на экране компьютера. Но, тем не менее, все эти способы мы с вами можем использовать. Именно на этой стадии, на стадии осмысления, мы организуем непосредственный контакт ребят с новой информацией. Да? Это может быть в виде текста, как мы уже сказали, это может быть фильм, может быть лекция, это может быть изучение материала в учебнике. И при этом работа проводится индивидуально или в парах. Для нас с вами задача на данной фазе сохранить у ребят интерес к теме при непосредственной работе с новой информацией и постепенно организовать их продвижение от старого знания к новому знанию. Ребята на этой стадии читают или слушают тексты, используют предложенные нами активные методы чтения, например, могут делать пометки на полях, либо вести записи по мере осмысления новой информации. И приемы, которые мы можем использовать, это методы активного чтения, да, например, маркировка с использованием разнообразных значков, ведение различных записей в формате дневников, бортовых журналов и поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. И третья фаза, фаза осмысления или фаза рефлексии. Основная ее задача – это отслеживание ребятами своего собственного понимания при работе с изучаемым материалом. Здесь мы в процессе объяснения можем расставить акценты в соответствии с ожиданиями, заданными вопросами. Организация этой фазы может быть самой разной. Это может быть и лекция, индивидуальное задание, парное, групповое чтение, просмотр видеоматериала может быть. Но в любом случае мы должны организовать индивидуальное принятие и отслеживание информации. И главная наша задача – поддержать активность ребят, их интерес, инерцию движения, созданную во время предыдущей фазы и во время первой фазы, фазы вызова. И здесь, конечно, очень важное значение имеет качество того материала, который мы с вами отобрали, с которым мы будем работать. На этой стадии, на стадии осмысления, на стадии рефлексии ребята осуществляют контакт с новой информацией, пытаются сопоставить эту информацию с теми знаниями, которые у них уже имеются, либо с опытом, который у них уже сформировался, акцентируют свое внимание на поиске ответов на те вопросы, которые у них возникли ранее, да, либо на стадии вызова, либо на стадии осмысления, обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы, стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и почему это происходит. И готовиться к анализу, обсуждению услышанного или прочитанного. Та информация, которая была новой, она становится ребятами присвоенной и превращается в их собственные знания. И вот здесь очень важно помнить, что не только на фазе рефлексии мы вот этот рефлексивный анализ и оценку используем. Она пронизывает все этапы работы. Но именно на стадии вызова и на стадии реализации смысла она будет иметь несколько иные формы и функции, нежели на стадии рефлексии. То есть на третьей стадии, на стадии рефлексии, именно сама рефлексия процесса становится основной целью нашей с вами деятельности совместной. Итак, задача данной фазы для нас, как педагогов, это вернуть ребят к первоначальным записям, предположениям, если мы их высказывали, да, на стадии вызова, внести изменения, дополнения, дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации. Ребята на этой фазе соотносят новую информацию с уже имеющейся, да, со старой информацией, при этом используют знания, полученные на стадии осмысления. И здесь перечислены возможные приемы и методы. Это заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей между блоками информации. Это может быть возврат к ключевым словам, которые мы высказывали на фазе вызова, к верным и неверным утверждениям. Это могут быть ответы на поставленные вопросы. Можем организовать устные либо письменные круглые столы, различные виды дискуссий. А также здесь могут использоваться различные творческие работы, например, в виде синквейнов или эссе. Это могут быть исследования по отдельным вопросам темы и так далее. То есть на этой стадии ребята систематизируют новую информацию на основе уже имеющихся представлений и в соответствии с теми категориями знания, которые они получили на стадии осмысления. Сочетается индивидуальная и групповая работа. Нужно помнить о том, что лучше всего запоминается то, что мы с вами поняли в своем собственном контексте, выражая это своими собственными словами. Вот именно такое понимание будет носить долгосрочный характер, да, поэтому необходимо ребятам дать такую возможность своими словами высказать то, что они поняли.
Потому что когда ребята переформулируют понимание с использованием собственного словаря, то именно тогда создается личностный осмысленный контекст. При этом в процессе индивидуальной работы, с одной стороны, производится отбор информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, а с другой стороны, это информация наиболее значимая для реализации поставленных ранее индивидуально целей. И ребята выражают новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные связи для того, чтобы выстроить новые представления. И вот здесь очень важно, чтобы мы с вами научили ребят задавать вопросы. Бенджамин Блум, американский ученый, который выстроил свою знаменитую пирамиду Блума, выделил 6-7 категорий вопросов, или типов вопросов. Самые простые вопросы – это вопросы формального уровня. Ответы на эти вопросы предполагают воспроизведение информации. Именно такие вопросы, они характерны для устной проверки знаний на зачете или на экзамене. Но такие вопросы не стимулируют развитие навыков критического мышления, поскольку они тренируют только память. Коллеги, я прошу вас в чате привести пример вопроса формального уровня. Попробуйте сформулировать вопрос формального уровня. Простой вопрос на воспроизведение информации. Так, вопрос формального уровня. Попробуйте сформулировать и в чате записать. Так, коллеги, включайтесь, пожалуйста. Вопрос формального уровня. Простой вопрос на воспроизведение информации. Рассказать теорему Пифагора, да, то есть формулировку привести. Хорошо, замечательно. Еще, пожалуйста, какой-нибудь пример. Знаете ли вы автора данного текста? Да? Кто написал Бородино, например? Да? Угу, хорошо. Второй тип вопросов, это уже более сложные вопросы, это вопросы на перевод. То есть эти вопросы, да, хорошо, крещение Руси в каком году произошло, то есть здесь нужно только помнить. Да. А вот вопросы уже второго типа на перевод, они предполагают, что происходит трансформация информации в других образах. То есть это формулировка услышанной или прочитанной информации своими словами, либо соотнесение новой информации с уже знакомыми образами. Либо, может быть, например, это перевод информации из одной формы в другую. То есть мы видим, например, информацию в табличной форме, а вопрос задаем в текстовом виде, да? В виде текста. Либо информация в графической форме, а вопрос мы формулируем в виде текста. Попробуйте, пожалуйста, пример привести. Вопрос на перевод. Ну, проще, наверное, связать с какой-то графической информацией. Вопрос на перевод. Ну вот теорема Пифагора, да, она имеет ведь свою четкую формулировку в математике. Есть ли возможность ее сформулировать своими словами? Перенести данные исследования в диаграммы. Возможно, да. Ну, в данном случае, наверное, лучше наоборот, да? Прочитать диаграмму. Что означает зеленый столбик? Что означает красный столбик диаграммы? Да? Сколько жителей сегодня лишились горячей воды в своих домах в Сыктывкаре, например, по диаграмме. Хорошо. Следующий тип вопросов – это вопросы на интерпретацию. Такие вопросы позволяют нам прояснить понимание взаимосвязи между идеями, фактами, определенными ценностями. Да? То есть такие вопросы, как правило, начинаются так вот, хорошо, Светлана, хороший пример.
Вопросы на интерпретацию начинаются, как правило, со слова «почему». Почему вы считаете, что события должны развиваться следующим образом? Или какова причина того или иного явления? То есть именно эти вопросы являются уже вопросами ключевыми, и именно они стимулируют мыслительную деятельность. Попробуем привести пример вопросов на интерпретацию. Вопрос на интерпретацию. Пояснить понимание взаимосвязей между идеями, фактами, ценностями. Итак, коллеги, пытаемся сформулировать вопрос на интерпретацию. Вы можете задавать вопросы, связанные с тематикой нашего хакатона, не обязательно со своими учебными текстами. Итак, вопрос на интерпретацию. Сегодня очень интересная была беседа с представителем Организации профсоюзов образования, и вот там некоторые вопросы на интерпретацию задавались. Итак, коллеги, пытаемся сформулировать вопрос на интерпретацию. Пожалуйста, включайтесь активнее. Сейчас открою список участников и буду вызывать к доске пофамильно. Объяснить важность разминки в начале урока физкультуры. Да, замечательно. Для чего нужна разминка на уроке физкультуры именно в начале этого урока? Да? Почему не в конце, почему не в середине, почему именно в начале? Замечательно. Так, хорошо. Какие треки хакатона помогут вашей дальнейшей профессиональной деятельности? А может быть, Светлана, это все-таки другой тип вопроса. Сейчас мы еще 4 типа вопроса посмотрим. И вот мне кажется, что этот вопрос, он будет немножко к другому типу иметь отношение. А вот вопрос, например, почему вы зашли на вот этот трек, вот он, наверное, будет как раз вопросом на интерпретацию, чтобы вы осознали причину. Так, хорошо. Переходим к следующим типам вопросов. 4-й тип вопросов – это вопросы на применение. Именно эти вопросы дают возможность перенести полученные знания в новые учебные условия и перенести их на решение проблем. Но, как правило, такие вопросы сложны, поскольку они подразумевают нестандартные ответы и поиск решений. Вот, коллеги, как вы примените полученные в ходе хакатона знания, полученную информацию в своей практической профессиональной деятельности? Вот это как раз вопрос на применение. 5-й тип – это вопросы на анализ. То есть это вопросы, которые требуют прояснения причин и следствий и планирования. Например, да, какие этапы можно выделить для решения данной проблемы. Вот именно эти вопросы мы с вами будем задавать себе, будем задавать друг другу в ходе работы над проектными задачами нашего хакатона. 6-й тип вопросов – это вопросы на синтез. Они связаны с творческим решением проблем на основе оригинального мышления. И для решения этих проблем недостаточно, как правило, бывает имеющейся информации, и в ходе таких вопросов нужно рассмотреть другие какие-то еще обстоятельства, чтобы избежать тех проблем, которые перед нами стоят. И вот 7-й тип вопросов – это вопросы на оценку. Эти вопросы требуют вынесения собственных суждений о рабочей информации или собственном ее видении. Вот, Светлана, мне кажется, что вот ваш вопрос, как вы считаете, какие треки данного хакатона помогут вашей профессиональной деятельности, мне кажется, он как раз вот к этому 7-му типу относится. Согласны? Угу. Хорошо. Итак, это были 7 типов вопросов по Блум. Вот посмотрим пример, как эти типы вопросов могут быть реализованы при анализе сказки «Репка». Вопросы на знание, да, вопросы формального уровня. Мы задаем их с целью получения какой-то фактологической информации. То есть мы задаем вопросы, кто главный герой сказки «Репка», что они делали, где дед посадил репку, кто за кем пришел и так далее. Да? 2-й тип вопросов – вопросы на понимание для раскрытия связи между идеями, фактами, определениями или ценностями. Спрашиваем ребят, что объединило главных героев, почему они собрались все вместе, что из этого вышло, что им помогло.
А третий тип вопросов на применение, они дают возможность решать проблемы или более глубоко исследовать проблемы логики и рациональной деятельности, например, где еще можно применить такой подход к делу, как бы вы поступили на месте героев. Четвертый тип вопросов – анализ. Да? Ребята должны ответить, достаточно ли хорошо разъяснено значение того или иного события, или уже другие варианты ответов и другие обстоятельства будут объяснять их лучше и более разумно. Например, такой вопрос. Можно ли смысл сказки «Репка» выразить словами «одна голова хорошо, а две лучше»? Пятый тип вопросов на синтез. Как еще можно вытащить репку? Что изменилось бы, если бы поменяли местами детку и мышку? И вопрос на оценку. Что объединило главных героев и почему они собрались вместе? То есть здесь уже вроде бы вопрос повторяется, но тем не менее здесь мы уже высказываем свое собственное видение, да, и оцениваем качество информации. Итак, вот такие типы вопросов мы с вами можем использовать для того, чтобы ребят заинтересовать той информацией, которую мы на уроке реализуем. Итак, стратегии и приемы. Приемы нельзя рассматривать изолированно друг от друга, поскольку в процессе работы в режиме занятия они будут между собой взаимосвязаны и взаимообусловленности. И мы можем варьировать приемы технологий в зависимости от того, какие цели мы с вами поставили, в зависимости от того, насколько готова наша аудитория, как изменяется ситуация в процессе обучения. Итак, прием «ключевые слова». На стадии вызова, да, мы определяем ключевые слова, темы, и по этим словам мы можем придумать рассказ или можем предложить ребятам, например, расставить их в определенной последовательности. А на стадии осмысления мы ищем подтверждение своим предположениям, при этом расширяя материал. И здесь нам могут помочь такие интерактивные инструменты, как интерактивный ребус, интерактивный лист, Google рисунки мы можем здесь использовать. Очень интересный прием – толстые и тонкие вопросы. Вот сейчас мы с вами вопросы по Блуму разбирали, а есть еще такая классификация вопросов – толстые и тонкие. Тонкие вопросы – это вопросы, которые требуют простого односложного ответа, типа кто, что, когда, может, будет ли и так далее. А толстые вопросы – это вопросы, которые требуют подробного развернутого ответа. Их в виде таблицы мы оформляем, и на стадии вызова мы их используем до изучения темы. На стадии осмысления эти вопросы могут быть использованы как способ активной фиксации вопросов по ходу чтения и слушания, и при размышлении на стадии рефлексии для демонстрации понимания пройденного. И здесь нам, конечно, помогают те сервисы, которые позволяют выстраивать опросы. Да? Это Quizizz, Quizlet, MyQuiz, Learning Cups, Google формы. Вчера мы подобные примеры рассматривали. А следующий прием – это прием кластеры. Придумал его ученый Гудлот, и вот с тех пор эта формулировка, она прижилась. То есть, по сути, это такой вот графический прием, который используется для систематизации материала. Мы выделяем смысловые единицы текста и графически их оформляем в определенном порядке. Да? То есть, по сути, получается у нас такая модель Солнечной системы. В центре звезда, наша тема, вокруг нее планеты, это крупные смысловые единицы, мы их соединяем прямой линией со звездой. У каждой планеты могут быть свои спутники, у спутника могут быть свои спутники и так далее. Да? То есть постепенно в ходе изучения темы кластер у нас разрастается и дополняется. На стадии вызова мы систематизируем информацию до знакомства с основным источником текста, может быть в виде вопросов, либо в виде заголовков смысловых блоков. Выходим на собственное целеполагание совместно с ребятами. На стадии осмысления по ходу работы с текстом вносим исправления и дополнения в те грозди, которые мы выстроили. И на стадии рефлексии исправляем неверные предположения, либо заполняем новой информацией, устанавливаем причинно-следственные связи и так далее. И здесь можно использовать сервисы, которые мы применяем для построения карт знаний, карт памяти или карт ума. Да, сервис Миндома, Bubble.us, Минмастер и другие. Очень интересный прием, который можно использовать в начале урока. Да, это прием верные и неверные утверждения или верите ли вы. Предлагаем несколько утверждений, среди которых есть и верные, и неверные. Ребята делают предположения, и затем в ходе урока, после знакомства с основной информацией, мы свои предположения оцениваем. Верно мы предположение, либо неверно. Да? Здесь тоже можно использовать сервисы для создания анкет, опросов и тестов. Quizizz, Quizlet, MyQuiz, Learning Cups, Google формы. Прием insert предполагает, что мы во время чтения текста просим ребят делать на полях пометки. А после прочтения текста заполняется таблица. И вот разные варианты пометок могут быть. Например, галочка «я это уже знал», плюсик «это что-то новое», минус «нет, я думал иначе», вопрос «я не понял, есть вопрос» и так далее.
И вот различные варианты есть использования этого приема. И здесь нам помогут, например, Google документы для совместной деятельности. И после того, как мы поработали с текстом, составляется вот такая таблица, где мы вносим ту информацию, которая была нам известна, да, которая является новой, когда противоречит и так далее. Еще один интересный прием – понятийно-терминологическая карта. На стадии осмысления она используется для систематизации знаний при изучении различных понятий. В начале урока, да, на стадии вызова мы даем ребятам мини-словарик, ну, как правило, 10 определений с определениями тех понятий, которые должны быть усвоены. В группе эти понятия ребята должны усвоить, выделить совместно в них отличительные признаки, сформулировать определения своими словами и записать в группе, что получилось. И затем задаются вопросы по данным понятиям. Толстые и тонкие вопросы здесь используем. Затем предлагаем ребятам, используя эти новые понятия, составить связанный текст по предложенному жанру, например, сказку, былину, детектив и так далее. И оцениваем этот текст по определенным критериям. Здесь можно использовать сервисы, которые дают возможность работать на доске совместно, Padlet, Linode, Trello и другие. Далее у нас несколько приемов, которые предполагают заполнение таблиц в формате бортовых журналов и дневников. Вот, например, бортовой журнал. Перед чтением или иной формой изучения материала ребята записывают в первом столбике ответы на вопросы, что им уже известно по данной теме. И затем, после изучения текста, что нового я из текста узнал. И здесь можно использовать Google документы. Второй формат бортового журнала. Здесь на стадии смысла, на стадии смысловой, да, на стадии вызова мы предлагаем ребятам высказать предположение. На стадии рефлексии идет предварительное подведение итогов. Также можно использовать Google документы для создания данного бортового журнала. Дневники. Чем они отличаются от журналов? Они дают возможность увязать содержание со своим личным опытом. Вот, например, здесь двухчастный дневник. В первом столбике ребята выписывают цитаты из текста по определенному заданию, и во втором столбике дают свои комментарии, что заставило их выбрать именно эту цитату. Мы чаще используем в своей работе трехчастные дневники по второму формату, когда в первом столбике записывается цитата, во втором столбике комментарий, почему эта цитата привлекла наше внимание, и в третьем столбике комментарий по прошествии некоторого времени ответы. Также можно использовать Google документы. При сравнении нескольких аспектов или нескольких вопросов может быть использована концептуальная таблица. То есть по горизонтали располагаются категории сравнения, что мы сравниваем, по вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. Также можно Google таблицы здесь использовать. При работе с художественными текстами можно использовать сюжетную таблицу, кто, что, когда, зачем, где. Тоже можно в виде Google документов оформлять. Сводная таблица позволяет за короткое время описать и изучить достаточно большое количество информации. По центру записываются линии сравнения и категории сравнения, которые можно выделить, например, до текста и после прочтения текста. В любой форме информация может быть представлена. Это могут быть и понятия, и ключевые слова, и рисунки, вопросы, цитаты и так далее. Тоже Google документы здесь можно использовать. Таблица плюс-минус интересна. Мы данную таблицу чаще всего используем тогда, когда прослушиваем, например, какие-то сообщения, которые ребята готовят, для того, чтобы оценить их. Плюс – это факты и мысли, которые подтверждают достоинство, что в этом хорошего. Минус – это факты и мысли, которые подтверждают ограничения или недостатки, что в этом плохого. И вопрос – это факты и мысли, интересующие обучающегося. Вместо вопроса еще иногда ставят буковку «и». Интересно, да? Или мы говорим с ребятами, что это изюминка, да? То есть что больше всего нам понравилось в выступлении. Тоже можно Google документы использовать. Почему именно Google документы? Потому что есть возможность организации совместной работы над документом, и ребята могут открыть доступ учителю к своему Google документу, да? И можно организовать такую проверку непосредственно в интернете без распечатки. Таблица ЗХУ. Предложила ее Донна Огл. Наверняка многие из вас ее используют. Первый столбик «З», что мы уже знаем по этой теме, да, на стадии вызова.
ее заполняем. Х, что мы хотим узнать, но тоже на стадии вызова можно ее заполнять. И У, что мы узнали, что нам осталось узнать, это мы заполняем уже на стадии рефлексии. И вторая часть, вот эта вот категория информации, которыми мы намерены использоваться, и источники информации, которыми мы воспользовались. Дальше еще несколько приемов, которые в графической форме представляются, например, дерево предсказаний. Мы строим дерево, да, ствол дерева – это наша тема, ветви – это предположения, которые ведутся по двум основным направлениям, возможно и вероятно, при этом количество ветвей не ограничивается, а листья – это обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. Но понятно уже, да, что мы это делаем на стадии вызова, и затем на стадии рефлексии мы возвращаемся к нашим предсказаниям и проверяем, насколько они были верными. И здесь можно использовать сервисы для создания ментальных карт. Мидмастер, Бабл-Ус, Индома. Похожий прием – это причинная карта, но здесь есть уже взаимосвязи причинно-следственные. Это графическая схема, на которой мы отображаем проблему и факторы, которые на нее влияют. И для отображения вот этой силы связи используем разную толщину стрелок. Пример причинной карты, почему возникают транспортные пробки. Потому что возрастает число автомобилей, растет число грузовиков, растет число дорог, да, возрастает количество происшествий и так далее. Да. Почему происшествия происходят? Потому что какие-то природные факторы действуют и так далее. Также очень интересный прием – визуальное ранжирование. То есть инструмент, который позволяет нам составлять списки, элементы которых выстраиваются и порядочивают в порядке убывания или возрастания значимости с последующей возможностью их сравнения. То есть мы можем, да, предложить ребятам несколько элементов и затем их проранжировать, то есть расставить в том порядке, в той последовательности, которая, по их мнению, является правильной. Да, и затем мы проверяем свое предположение на стадии рефлексии. И здесь можно использовать такие сервисы, как интерактивные листы, Google рисунки. Рефлексия, как правило, осуществляется на протяжении всего учебного процесса, при этом на разных этапах она выполняет различные функции. И в этот процесс вовлечены и ребята, и, конечно, педагог. И как показывает опыт, если какой-либо субъект в процессе обучения не участвует в процессе рефлексии, то весь этот механизм, он остается неэффективным. А при этом рефлексия может осуществляться в устной или в письменной форме и имеет разное смысловое значение. Письменная рефлексия может проводиться в виде эссе, бортовых журналов, вот о которых мы уже говорили, да, это различные виды дневников, которые мы тоже посмотрели. Это может быть письменное интервью в виде вопросов и ответов участников группы. Это могут быть различные стихотворные формы. И сейчас я вам предлагаю провести рефлексию в такой стихотворной форме, в форме синквейна. Наверняка многие из вас используют этот прием, но не все помнят о том, что он именно из этой технологии. Синквейн, по сути, представляет собой такое вот стихотворение, но не в рифму, из 5 строк. Правила, по которым выстраивается синквейн. В первой строчке тема называется одним словом, обычно это имя существительное. Вторая строчка – это описание темы в 2 словах, 2 прилагательных. Третья строчка – это описание действия в рамках темы 3 словами, ну, как правило, глагола, да, либо деепричастия. Четвертая строка – это фраза из 4 слов, показывающая отношение к теме. И 5-я строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы, да, то есть синоним к первой строчке. Итак, 5 строчек, название существительное, описание 2 прилагательных, действия 3 глагола, чувство фразы и повторение сути. И вот на следующем слайде представлено несколько примеров синквейнов. Например, каникулы. Долгожданные, но недолгие. Планируешь, предполагаешь, не успеваешь. Но почему хорошее так быстротечно? Чувство, да? И мгновение. Синоним к слову каникулы. Вполне возможно. Учитель. Душевный, открытый, любящий, ищущий, думающий. Много идей, мало времени. Призвание. Итак, коллеги, я предлагаю вам свой синквейн составить, может быть, на тему нашего хакатона, либо по теме нашего трека про технологию критического мышления. Вот еще раз правила открою. Итак, 5 строчек. Попробуйте что-нибудь сочинить. 3 минутки у нас с вами есть. Проведем рефлексию.
И затем побежим на следующий трек по дизайн-мышлению. Угу. Так, вот, хакатон пошел. Угу. Коллеги, а давайте мы с вами разделимся по строчкам. Вот Светлана, по-моему, да, писала хакатон. Давайте про хакатон сочиним. Итак, первая строчка, пусть у нас будет хакатон. Светлана, еще раз ее воспроизведите. Далее, коллеги, 2 прилагательных к хакатону. Далее кто-то подключается. 3 глагола, описание действия. Так, хорошо. Дистанционный и еще молодежный. Хорошо. Итак, хакатон дистанционный, молодежный, либо вариант интересный, полезный. Хорошо. Теперь 3 глагола. Описание действия в рамках этой темы. Какие будут предложения? Учит, развивает, сближает. Замечательно. Угу. Вот Анастасия нам уже предложила очень хороший синквейн по теме хакатона. Анастасия, если вы не против, мы разместим ваш синквейн на сайте хакатона. И сейчас еще какой-нибудь наш совместный продукт. Итак, коллеги, 3 строчка. 3 глагола про хакатон. Вот у нас вариант уже есть, предложен Анастасией. Учит, развивает, сближает. Еще какие могут быть варианты? Коллеги, 3 глагола для 3 строчки про хакатон. Вы можете не только про сам хакатон, да, вы можете про свое отношение к этому хакатону, как вы в нем участвуете. Помогает, знакомить, дополняет. Замечательно, Татьяна. Спасибо. Так, 2 варианта у нас уже есть, 3 глаголов. Давайте теперь на 4 строчке поработаем. Фраза из 4 слов, показывающая отношение к теме. Вот Анастасия предложила свою фразу. Мне нравится познавать новое. Еще какие варианты могут быть? Может быть, какая-то известная вам пословица, поговорка. Вполне возможно. Либо ваше собственное чувство, отношения. 4 слова. Угу. Так, и над 5 строчкой тоже кто-то может поработать. Синоним из одного слова, который повторяет суть темы. Вот Анастасия предложила учеба, синоним к хакатону. Грустно, что на дистанции. Замечательно, Вера Валерьевна. Хорошая фраза. 4 слова, отношения, сразу видно, да, и чувства. Угу. Надеемся, что осенью на 2 этапе мы с вами встретимся уже в очном формате. Всех вас ждем, конечно же. Будем рады, если вы сможете принять участие. Так, и 5 строчка, синоним к слову хакатон. Коллеги, у нас осталось буквально полминутки. Век живи, век учись. Замечательно. Надежда Ивановна. Принимается. Так, 5 строчка, коллеги, синоним к слову хакатон. Развитие. Хорошо. Угу. Учение. Хорошо. Образование. Замечательно. Итак, коллеги, мы с вами провели рефлексию по теме нашего хакатона. Опыт. Очень хорошо. И я думаю, что вы сможете использовать представленные материалы. Сейчас я переключу в режим файлов, чтобы вы могли скачать презентацию по критическому мышлению и использовать эти приемы, технологии развития критического мышления в своей практике. Конечно, в идеале использовать технологию целиком, не просто отдельные приемы, но, тем не менее, даже отдельные приемы будут иметь положительный эффект, если вы их постоянно будете принимать. Так, коллеги, я благодарю вас за активное участие. Мы сейчас с вами переключаемся на другую площадку, на площадку «Проектная сессия. Погружение в дизайн мышления». Я перехожу в другую аудиторию. Вы тоже переключайтесь через сайт Хакатона
на другую нашу площадку. Всем спасибо. До встречи.